Депутатам Нерюнгринского района удалось внести на обсуждение в Илтумен два законопроекта об ограничениях розничной продажи безалкогольных, энергетических и слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории республики. Оба проекта были приняты в первом чтении. Подробности далее. 3 года назад группа депутатов от «Единой России» вносила в Госдуму документ, запрещающий производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков. Но тогда законопроект не нашел поддержки, так как, согласно федеральному закону, контроль над производством и продажей алкогольной продукции находился в ведении региональных властей. Но благодаря многим изменениям и поправкам сегодня данные законопроекты, разработанные нерюнгринцами, не противоречат федеральному законодательству и, соответственно, могут быть приняты на уровне региона. На федеральном законодательном уровне данного законопроекта пока нет, но такие законы уже существуют во многих странах. Например, приняты в Германии, Швеции, во Франции. Считаю, что принятие этого законопроекта позволит ограничить употребление энергетических напитков среди населения Республики Саха-Якутия. Красочная упаковка с использованием модной брендовой символики на тонизирующих и слабоалкогольных напитках неясно доносит до потребителей информацию о содержании в них этилового спирта и тонизирующих веществ. Потребление такой продукции приводит к ежедневному физиологическому пристрастию, а раннее потребление их подростками и молодежью в несколько раз увеличивает риск развития алкоголизма. Это в основном идет по центральной нервной системе. Это идет снижение памяти и интеллекта. В основном идет именно поражение нервной системы по энергетикам. Там находятся красители, ну и это, естественно, поджелудочная железа. Но основное, конечно, это головной мозг. Возможно, в дальнейшем, благодаря этим мерам, уменьшится риск развития алкоголизма у подростков и молодежи. Большинство жителей Южной Якутии поддерживают инициативу депутатов. Я отношусь к этому закону замечательно. Я считаю, что нужно действительно запретить продажу этих тоников всяких. Все энергетические напитки, которые сейчас молодежь уводит неизвестно куда, уводит их из реальности. И они совершают такие проступки, что в голове не укладывается. Действительно, молодежь страдает от этого в первую очередь. Потому что они, видимо, наверное, дешевые или, не знаю, доступны, и поэтому они их покупают. Якутия не единственный регион, который решил принять данный законопроект. Запрет на алкогольные и энергетические напитки уже действует в 14 регионах страны, а в 22 субъектах Российской Федерации идет подготовка аналогичных законопроектов. Надеемся, что во втором чтении Илтумен поддержит данные законопроекты, и они начнут работать на территории нашего региона с этого года. Надежда Акимова, Кирилл Федоров, НВК Саха, Нерюнгри.